Прямо на въезде в Кызыл с кадаками традиционным тувинским чаем организаторы международного фестиваля Хуэмей в Центре Азии встретили гостей мероприятия. Многие в Туве впервые, а для некоторых республика стала уже второй родиной. Правда, приезжать удается не так часто, как хотелось бы, признаются участники фестиваля. It's been many years then. Yes. It's very nice to see you again. More 10 years. Yes. Yes. Fantastic. Yeah, nice Fantastic. to meet you. Thank you. Отпив чай, гости идут фотографироваться с тувинскими красавицами в национальной одежде. Далее в машину и сразу в Центр тувинской культуры, где их с нетерпением ждали именитые хуэмейжи. Участники турецкого ансамбля «Мешк» впервые в Туве. Любовь к горловому пению и стала причиной участия в фестивале. С тувинскими исполнителями хуэмея знакомы еще с 2005 года. Впервые встретились на фестивале мистической музыки в турецком городе Кония. Наш приезд в Туву был спонтанным 2 месяца назад, когда пригласили группу «Алаш» на наш фестиваль. Они в ответ пригласили нас на Хуэмей в Центр Азии. Сказано, сделано. Вот мы и в Туве. Самое сложное при подготовке приезда сюда было получить визу. Времени было мало, а без визы нас бы не впустили. Выдали нам визу в пятницу, а в субботу мы уже были в пути. Узнав из соцсетей о фестивале, проводимом в самом центре Азии, коллектив из Норвегии, не думая, решил принять участие. Впервые услышал Хуэмей в исполнении группы Хунхурту у себя в городе. А так как я исполняю йодель, мне стало очень интересно. Так я стал изучать тувинское горловое пение. Кроме того, я пересмотрел документальные фильмы про Туву и потихонечку начал изучать тувинский язык. Всего более 70 гостей из-за рубежа и 15 музыкантов из разных регионов России. Туву представит 130 хуэмейжи. В отличие от первого фестиваля, прошедшего в 2015 году, на этот раз в рамках Хуэмея в Центре Азии пройдут 3 конкурса. Традиционный дембельдей среди исполнителей горлового пения и 2 новых конкурса. Лучшее конное убранство, наследие предков и лучший видеоролик Хуэмей бренд Тувы. Чинчи Самбугай, телекомпания «Новый век».